Ужас был физически. Вот я тебе говорю, что я массировал, когда его, у него предплечье, вот это вот, да, такое, как бедро, елки-палки. Если он рукой по шее вот так, там в борьбе, это есть такие приемы, которые, чтобы удара не было, ну, швунг называется, английское слово, вот такие движения, вправо, влево, замотать, чтобы, да, вывести из равновесия, и вот это такой рукой, иногда как даст, на колени падали. Вот, поэтому физически-то, Володя, 100%. Я помню, что, ну, я слышал, говорили, они куда-то на охоту поехали, и кто там за рулем сидел, я не помню. Ну и его УАЗик залетел в это, он дал кому-то ехать, что ли, залетел в сугроб, он вышел с этой стороны, взял за задницу, за этот, и через это закинул в снег. Так ли было, не знаю. Как их Паршуков, будучи двукратным то есть чемпионом Советского Союза, не попал на Олимпийские игры? Дорогу перекрыл медведь ему, а Паршуков встречался с ним 4 раза всего. Значит, первый раз официально они встретились в Новосибирске. Ничья у них, по сути дела, была, да? Потом по правилам, если ничья, дают побороться в партере, на коленях. Но оба тяжеловесы всегда потеют, они же вес не держат, они мокрые, скользкие. В общем, Володя ничего ему не сделал, а медведь то ли его столкнул как-то на бок, и дали 2 балла за этот прием. Володя стал 4-й, медведь 1-й. Но в 1971 году проходила спартакиада народов СССР. Я не помню, какая там по счету. Володя уже обстрелялся, он в сборной Советского Союза тоже был. Во второй схватке жребий сводит Паршука с медведем, да? И у них ничья. Опять медведь ничего не мог, будучи двукратный олимпийский чемпион, там 6 или 5 раз чемпион мира, ничего не мог сделать. Но, во-первых, Володя был физически здоровый, вес 118, я как помню, и скоростной. Такой прием у него был. Тактическая подготовка была. Лапой в лоб. Спортсмен отодвигается, ему надо восстановить равновесие. Вот в этот момент, когда он восстанавливает равновесие и подает тело вперед, загружается его нога. Он ее просто убрать не успеет. И в это время Паршуков проходит медведю в ногу и переводит его в партер. Это вот второй раз, когда они встречались, в финале. Значит, первый раз они ничья, значит, медведь у молдаванина молодого выигрывает, ну, там тот был недовесок, выигрывает по баллу, у него штрафное 1, а Паршуков в первой схватке встречается с казаком таким, который боролся за Узбекистан, что ли, Попов. У них всегда ничья была, здоровый такой. Ну и у Паршука 2 штрафных очка, а у медведя 1. Паршукова отправляют в группу «Б», он там всех причесал, но выиграл у всех. И финал. Это вот у них 3-я официальная схватка у медведя. Встречаются в финале. Знаешь, вот я тебе скажу, в основном соревнования это смотрят тренеры, ну и любители борьбы, ну и народу полно, спартакиада народов, весь Советский Союз, все борцы туда приехали. И объявили, на каком ковре будут бороться. Да, значит, ковер там, скажем, вызывается двукратный олимпийский чемпион, регалии перечисляют. И на ковре «Б»
мастер спорта международного класса. Володя тогда мастер-международник был. Вот. Как его объявляли, из леспромхоза, что ли, лесоруб, лесоруб из Коми СССР, Паршуков Владимир. Все туда, и начался зарубон. В общем, ничего не получилось, опять точно так же. Но вот надо было Володе-то знать правила, понимаешь? Вот когда, значит, уже в этом, как его, по-моему, во втором периоде, да, во втором периоде, по-моему, Володя этот балл заработал, чисто технически поставил его на колени, и медведь за ковер на четвереньках вывез Паршука. Поставили сюда, но Володя думает, технический балл, значит, это лучше, чем там балл, который предупреждение. Там считали, если дали предупреждение, можешь получить такой же балл, как и технический. Вот. И медведь, ясно, что на то он и медведь, двукратный олимпийский чемпион, умница, он начал выталкивать Паршукова за ковер. А правила были такие: если ты одной ногой хотя бы заступишь за границу ковра, да, то тебе могут дать первый раз замечание, и второй раз, если ты выйдешь за ковер, дадут предупреждение. И вот когда Володя ведет 1 балл, ну и медведь начал как в сумо, кто кого вытолкнет. Этот не соображает, ему кричать «стоять», ну в смысле не выходить за ковер, и он этого, ну, старается стоять. Ну раз и вышел за ковер, тут его сразу, раз замечание. И второй раз точно там медведь вытолкнул, зашагнул Паршуков за ковер, останавливают, дают балл, у них ничья, естественно, время кончилось, собрали судей и начинают решать, кто же выиграл схватку. Но все думали, что выиграл Паршуков техническим действием. А Болеслав Рыбалка, тренер медведя, да, он собрал всех судей, что-то там все шумят, елки-палки, ну и решили посредством жребия выяснить, ну, взяли шапку или чего-то, я не помню, скрутили вот эти такие эти бумажки, в эту бросили туда, и кто вытащит, как проголосовали судьи, посмотреть. Ну и проголосовали судьи 3 за медведя и 2 за Паршукова. Там такой визг начался. Шумели, и, значит... На трибунах, да? Ну да, на трибунах, елки-палки. Кричат Паршуков, Паршуков, елки-палки. И вот когда медведя вызывали на пьедестал для награждения, вот там ему тоже досталось, бля, его освистали, и это 100%. Я вот все хочу найти, ну, вот, пленку, где вот эти соревнования зафиксированы. Понимаете, у меня нету ни борьбы вот этой спартакиады народу. Я хочу к медведю обратиться, у него-то, наверное, записи есть, чтобы прислали. Он жив? Он жив пока, он 38-го года, но плохой. Я вот так по телевизору смотрю, вот. И, значит, там должен был медведь оспаривать звание чемпиона Советского Союза. Он был чемпионом 1971 года в Новосибирске. Он должен был защищать свое звание. И должен был сейчас бороться опять с Паршуковым, 3-й раз, да. Ну и это объявляют, что Александр Васильевич
по болезни не может принять участие. Ну и Володя борется, там 6 человек их собрали, там турнир проводили еще дополнительный. 3 отсюда и 3 отсюда. Ну там делать было Паршуку нечего, он их там раскидал. И стал чемпионом Советского Союза с 1971 года. Первый раз. А потом начал, естественно, готовиться. Я вместе с ним, кстати, в 70-м году, да, это в 71-м году, он тут отборолся, а в 72-м году первенство страны тоже проходило, но в Минске я там не был, но Авив Алексеевич Аникин там был. Ну и вот там у себя на родине должен был бороться Медведь, но он тоже отказался там бороться, и Володя 2-й раз стал чемпионом Советского Союза, подряд 2 раза. И почему же он на Олимпийские игры? И почему? Мало того, что он на Олимпиаду не поехал, ему не дали побороться, ну, как правило, отборолся, едешь на Европу, проверить его, на мир. Вот. Ну и это ни туда, ни туда. Под Минском в Стайках собрали и классиков, и вольников, и готовились к Олимпийским играм. И вот там Медведь это тоже на тренировках даже не встречался с ним. Понимаешь? Володя говорит, они меня прокатят, не дадут мне это выехать на Олимпийские игры-то. Тогда Машеров еще был живой. Там борцов полно было. Я вот как тренер там многое подчеркнул, потому что я и снимал на пленке, и потом проявлял в этой... У меня материалов было много. Вот. И потом, значит, построили все команды и объявили, кто едет на Олимпийские игры. И объявляю, что Паршуков остается на Олимпийские игры, едет этот Медведь. Вот 3 друга у Паршукова, Маршания, Гулюткин и Паршуков, 3 Володи, да, все были чемпионами Советского Союза. Но мало того, Паршука не взяли и Гулюткина, тоже 2-кратного чемпиона страны. А все было связано с Медведем. Что он такой был? А его слово было. Тут ясно, что Иван Павлович Морозов наш ничего не смог сделать, чтобы протолкнуть Паршукова туда. Кто он там? Там боролись на самом верху. Ну, черт с ним. Отстал, да. Пожал руку, отправили ребят на Олимпийские игры. Медведь там стал 3-кратным олимпийским чемпионом. Ну, естественно, великий спортсмен, так-то считается. Но он уступал Володе. Володе не дали раскрыться полностью. Вот его все время держали. А потом появились вот эти 3 брата Андиевых из Осетии. Хорошие ребята, особенно последний, молодой, этот Сослан. Они тут боролись у нас. Турнир проводился, первенство России проводилось здесь. Вот. Они, братья, делают ничью между собой, а потом один под с Паршуковым делают, допустим, ничью, а потом один из них, кто лучше идет, проигрывает, и Паршук 2-й. Володя первенство России выиграл 1 раз в Красноярске. Вот он был 2-кратным чемпионом, там, абсолютным чемпионом Советского Союза. Там победитель Кубка мира, чемпион Европы. Но вот настолько трудно в России выиграть первенство России, действительно очень сильные борцы. Вот, а Иван Павлович, получается, уважал очень. Ой, да, он к нему так заходил, он уважал его.
Иван Павлович Морозов ведь тоже когда-то был преподавателем, по-моему, физкультуру, потом он закончил медицинское училище, он и работал преподавателем. И его любили, ясно, что такой особенный, великий в прямом смысле. Если бы ему дали возможность, да, вот это не было бы тормоза, неизвестно, как бы у Володи сложилась судьба. Ну, вот так, как сложилось, так сложилось. Вот.